Намного поменялись цены, вот если сравнить? Ну, я говорю, вот на 30-40% поменялись. Цены меняются словно настроение осенью. Одни покупатели говорят, скачок незаметен, для других, напротив, он явно ощутим. Дух худсманиш, а дух тихаш, смотрите. Примерно это тум дес или же духа дес. Те же самые 20-30 рублей иногда сильно бьют по карману, ведь закупаться приходится каждый день. У всех продавцов одно оправдание: не мы такие, жизнь такая. Цены лавируют в зависимости от ситуации на рынке и, следовательно, ответных мер поставщиков. По 20 рублей. Минимум оттуда все. Вот виноград за 130 мы берем. Так, 150 не гопкаш. Яблоки по 70, по 80 берем, по 100 продаем. Мандарины по 80, по 100 рублей. Если на фрукты и овощи рост цен не такой высокий, то стоимость продуктов первой необходимости растет изо дня в день. К примеру, несколько месяцев назад 10-килограммовый мешок сахара можно было купить в среднем за 400 рублей. А сейчас придется раскошелиться на порядок больше, от 500 до 600. Подорожала и мука. 50 килограмм, которые стоили 1100 рублей, теперь на 200 рублей дороже. А литр подсолнечного масла вместо 80 теперь стоит 126 рублей. Поставщики оттух бешхул, соответственно, оттух бешхул змах. Сенздуздан дохугда лишмиятс, может, ухшер урожай дикхан хугятс, может, айохл яхтайм йохвин мацнаха. 16 рублей добавили и на куриное яйцо. Несущественно поднялась цена и на чай. Но продавцы уверены, после повышения стоимости на эти продукты следом подорожает и все остальное. Змах эйбл чухара писока фуун мах эйбл чи мах эйлу калмалюл чамана. Зерик цахама хайжми шоколад дахумалюхам. А вот что интересно, пока цены на готовую продукцию, такие как салаты, мясные блюда и рыбу, не повысились. Дулха и кот мышти ахтакита цадачи шаш дарждолжды. Ван зей дахашти тхолляхта цены жлахтжды, салаты жлахтжды, мясной продукция лахтжды. Скачок цен очевиден, а с таким расчетом о том, что будет твориться в магазинах перед новогодними праздниками, остается только догадываться. Зелимхан Калоев, Майрбек Миржоев, Новости 24.